болсаң тасырсын маған орғансың кезде билебейдің 누가 되었은 단니가 산ықла өттім мүлім сардурына ұлан жиреті төрдім өтмені олдан заллата қалымығы ыргың сеткілті еңкір қалымығы Күндәчін аммағы тебір чәмсті Өдіге дәмәсін таныр таға Өттір болғын залғы чеуына Ұлан жиреті төрді мүтмені Олдан заллата Улан жиреті төрді мүтмені Олан заллата қалымығы Тарихтан байыр таяунап Енік шәріқтен ұлда диріне Өттір соуға Хамдан суға Ечин жансың саған оғым Ұлан жиреті Улан жиреті төрді мүтмені Олдан заллата қалымығы Олдан заллата қалымығы көркін Олдан заллата қалымығы Колесо времени. Амыр бынды Бурят ФМ радио шагныкшыт. Маны студит мне наемдыша ервы маны холынга элшин халмык уласа ерхын нырыты халмык блогер Ларин Аранович Илишкин. Амыр бынды Ларин Аранович. Sen bende mana ulan zavata manахас. Бихан улхахынны маны радио шагныкшыт. Быде Ларин Аранович ордор хурулдыны бде мытя улзыжыбайны бде юндордор хурулдыны бде хидері. Маны Ларин Аранович Бурят хлыйым угарылыгы тегет маныш радио шагныкшытны халмык хлыйым угарылыгы гет бде ордор хурулдыгы бде. Итак, Ларин Аранович, сейчас прозвучала прекрасная песня, одна из моих самых любимых песен. Расскажите об этой песне. Тюрлют мне, это мои родственники, мои родичи. Эта песня вот как раз символ такого айратского объединения. Слова этой песни написала синьцзянская айратка о калмыках, ушедших когда-то на Волгу, айратах. И слова
Музыку к этой песне написал уже калмык наш, Айрат Волжский, Аркадий Манджиев. А исполняет ее, вот сейчас вы слышали прекрасный голос, это наш монгольский Айрат Джаухан. Вот эта песня такая тоже любимая у нас в народе, потому что она и об объединении, и само ее как бы производство этой песни и исполнение, это тоже вот сам символ объединения, чего я вам желаю. Спасибо. Я хочу сегодня напомнить нашему гостю и также нашим калмыцким слушателям, потому что очень много потом в записи на YouTube-канале Бурят ФМ слушают нас и калмыцкие слушатели. Нам это очень приятно. Сегодня, Ларин Наранович, день кижингинских бурят. Вы у нас были в Яравне, вот проезжали мимо Кижингинского района. Это бывший Большой Хоринский район, затем он разделился на Яравнинский, Кижингинский и Хоринский районы. И вы уже, наверное, знаете, что хори самое большое племя, и вот диалект хори, он лег поэтому в основу литературного бурятского языка в 30-е годы. Ну, я еще немножко добавлю, для вас будет интересно, мы вот обсуждали как раз гражданскую войну до этого, да, что в годы войны именно Кижингинский район славен тем, что там появилось, наверное, единственное в истории нашей страны теократическое государство. Лама-отшельник Лупсан Самдан Циденов создал вот буддийское теократическое государство, которое вошло в историю как Балагатское государство со своей конституцией. И вот Лама Циденов, он, значит, считал, что он благодаря тантрической практике достиг воплощения божества Ямантака. Он создавал такое пацифистское государство, считая, что защитит от набегов там атамана Семенова, да, то есть гражданская война здесь тоже прошлась, очень такой кровавый след оставила. И, конечно же, он сумел потом из тюрьмы передать письменное распоряжение о том, что главой этого теократического государства станет его наследник, 8-летний Бедия Дандарон. И вот этот знаменитый Бедия Дандарон, он в советские годы уже создаст свою тантрическую школу. У него очень много европейских учеников. Вот известный философ Александр Пятигорский, вот как раз он, когда эмигрировал в СССР, начали преследовать учеников Дандарона. Его самого уже в пожилом возрасте посадили в тюрьму в Выдрино, и он в 1974 году там умер. Говорят, что его убили. Вот такая вот история у Кижингинского района. И там есть у нас буддийская такая наша святыня, знаменитая ступа Джарун-Хашор. Это уменьшенная копия священной буддийской ступы, которая стоит в Непале. Да, вот эта ступа знаменитая, которую вы сейчас упомянули в Непале, я как-то говорил про землетрясение, да, недавнее, мощное землетрясение в этой стране, и когда рухнули индуистские святыни, и вот эта ступа, о которой вы сейчас упомянули, она осталась. Она, ну, чуть-чуть там была повреждена. И, кстати, за несколько лет до того один из серьезных буддийских учителей сказал, что скоро будет что-то серьезное, землетрясение в Непале. Если эта буддийская ступа рухнет, то и, возможно, и миру придет конец. Но вот такое было предсказание. Ну, ступа устояла, значит, все нормально будет. А вы там были в Непале? Нет, в Непале я, к сожалению, не был, потому что вот в Индии очень много раз был в Непал. Непал же это родина Будды. В то время это была территория Индии, когда во времена Будды. Не получилось в Лумбине быть, где он, Будда родился. Но я думаю, что еще все впереди. Да. Я хочу нашим радиослушателям сказать о том, что сегодня мы будем обсуждать одну из самых трагических страниц в истории нашего братского народа. Это депортацию калмыков полностью как народу. Поэтому большая просьба все-таки, мы возобновляем вопросы в прямом эфире, вам звонить по теме. Пожалуйста, не отвлекайте ни ведущего, ни нашего гостя на другие вопросы, потому что очень тяжелая, трагическая тема сегодня. Вы можете звонить по телефону 588-300 или же задавать вопросы на СМС по Viber и Telegram 8-924-457-8908. Ну и прежде чем перейти вот к этой теме, я бы хотела, наверное, от имени наших бурятских слушателей, Ларин Наранович, сказать, что вот до ваших интервью вообще очень много людей спрашивали, а почему в Калмыкии так мало населения, да? И вот благодаря вашему интервью мы вот узнали, да, что вот сейчас около 300 тысяч, получается, жителей нашей братской Калмыкии, это вот даже меньше, чем наше население Улан-Удэ, да? И вот в прошлых передачах вы говорили, что постоянно наши айраты воевали то с маньчжурским Китаем, то с соседями,
200 тысяч почти человек потеряли в пыльном походе, возвращаясь в Джунгарию. И вот оставшиеся на Волге 50 тысяч почти калмыков сумели сохранить вот веру и язык, да, вот они служат для нас большим примером. Мы обсуждали, как гражданская война очень сильно сократила численность населения. И, наконец, в прошлой передаче мы говорили о героическом участии калмыков в Великой Отечественной войне, да, и вот из тех, кого призвали, каждый третий калмык погиб на фронте. Конечно, для такого маленького нашего братского народа такие потери очень были невосполнимы. И вот сегодня мы еще одну страницу открываем: насильственная депортация, ликвидация республики, тема нашей передачи. Вот, Ларри Наранович, вот давайте мы в прошлый раз закончили на том, что дезертиров на войне хватало у любого народа, да, как и предателей. А вот почему именно целые народы, вот как чеченские, калмыцкие, крымские татары, обвинили в этих грехах? Ну, сразу скажу сказать, из 300 тысяч калмыков только 190 тысяч. И да, действительно, мы очень много теряли в войнах. Не забывайте про болезни, депортации, вот, где много погибло и от оспы и прочих болезней. Но за счет высочайшей рождаемости мы как-то восполняли потери, да. И резко рождаемость упала именно вот после сибирской ссылки, хотя первые годы рожали очень сильно. Это было как бы ответом народа на потери. По 12, 8-12 детей имели тоже люди там. В нормальной семье, даже вот у нас интеллигентная семья, у нас 3 детей, да, городская. Ну, что касается депортации, ну, трудно судить, о чем думали. Я не могу мыслить с точки зрения имперского мышления, вот именно Советской России. Я не могу понять их логику, да. Я могу сказать по-буддистски, допустим, да, что это было. Знаете, что я уже еще раз повторюсь, что это сейчас время Кали-юга называется по-буддистски. Это время упадка, время, когда правят демоны. И это время Кали-юга делится на этапы тоже. И вот это время, в том числе революция, война, депортация, это был очень серьезный, очень такой темный, черный период вообще даже в условиях Кали-юги, даже в условиях того времени упадка, да, который сейчас существует. И поэтому мы должны были эту карму отработать по-любому, потому что, ну, знаете, айраты тоже очень много воевали, это просто так тоже не проходит. Что такое депортация? Депортация – это переселение. Айраты тоже занимались в свое время переселением. Да, тех же енисейских киргизов переселили из России к себе поближе, чтобы они дань платили не России, а айратам, да? И это тоже киринцы по-калмыцки. То есть это нужно будет отрабатывать. Вот мы отработали это все. Но, знаете, один народ отрабатывает свою карму так, а другой народ по-другому. Я считаю, что наш народ достойно отработал свою карму. И как нас заверили большие ламы, что таких трагедий, как вот мы пережили, уже не повторится. Угу. Говоря о енисейских киргизах, вы имеете в виду нынешних хакасов, да, что их часть переселили? Часть переселили айраты. Нынешнюю Киргизию, да? Да. Вот так было дело. Угу. Понятно. Ну, давайте мы напомним, что в прошлый раз мы говорили о том, что фашистское командование назвало один из своих легионов татарским, да, создало русскую освободительную армию, мы говорим, да, и вот один легион, корпус назвали калмыцким. И вот у нас в ответ 27 декабря 1943 года выходит указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой автономной республики и образовании Астраханской области в составе РСФСР. И уже на следующий день постановление о выселении калмыков в Алтайские, Красноярские края, Омскую и Новосибирскую область. Вот куда еще высылали наших братьев-калмыков? По поводу, хочу сказать, там туркестанский легион был. По поводу калмыцкого кавалерийского корпуса, который воевал за немцев, да, он имел статус, в отличие от других формирований воинских в национальном составе вермахта, наш корпус имел, калмыцкий корпус имел
статус союзной армии. Мгм. То есть, представляете, да? То есть, как немцы, как хитро все делали. Как они поднимали авторитет этих вооруженных формирований калмыцких. После войны, даже после депортации калмыков все равно некоторые эскадроны этого корпуса оставались в Калмыкии, продолжали борьбу. И последнего представителя сопротивления вот такого войска НКВД ликвидировали только в 1947 году. Представляете, вот степь. И он уходил. Постоянно уходил от погони. И были такие случаи, когда отряд вот НКВД идет, и кто-то выскакивает. Это в Акимпески-Вешском районе, там отец сказал, на Виллисе впереди едет полковник. И тут откуда ни возьмись из песков поднимается какой-то камучонок молодой, стреляет, убивает полковника и уходит. И вот ровная степь его не могут найти, представляете, да? Я думаю, почему так происходит? А действительно в степи ориентир теряется. Я, когда был на Сакмане, то есть помогали мы в окопной компании. Мгм. Ну, буряты знают, что такое Да. Сакман. Мгм. Вот, и я один раз как-то жарко было, я взял, до трусов разделся, бросил и прикрылся так лицо газеткой и так немножко загорал. И смотрю, мой Сакман уходит. Я вскочил, ну, буквально там 20 метров пробежал, чтобы развернуть Сакман. Поворачиваюсь и не вижу своей одежды в степи. Я ориентир потерял. Где она, в какой стране лежала? В травке, травка небольшая. Хорошо, там какой-то сын какого-то чебана ехал на мотоцикле и кричит мне, это твоя одежда? Да, я ее нашел. И я тогда понял, вот почему в степи люди неопытные могут потеряться, да, вот теряли ориентиры, поэтому вот такие вещи происходили. Кстати, успех войска НКВД поимели только тогда, когда пустили авиацию, да? Вот когда они авиацию пустили, они примерно уже знали, где местонахождение вот, участников вот этого сопротивления. И в первые годы оккупации там часть населения тоже немцам помогала в какой-то мере, там, потому что очень, я уже говорил по этому делу, во-первых, очень много недовольных было советской властью, да? Мы возвращаемся к той теме, когда мы обсуждали, что большинство калмыков прошли после советской власти по экономическим причинам, да, потому что, ну, жили хорошо, и у них стали все это отбирать. Они поняли все эти репрессии, всего 20 лет прошло. Многие не могли забыть репрессии в отношении к их близких, допустим, да, и вот они тем более немцы сыграли очень грамотно на национальных и прежде всего религиозных чувствах. Буддизм всегда был очень силен в калмыцком обществе, да, это всегда мы опирались на эту веру свою. И когда немцы разрешили открыть храмы, да, и молиться, а это было как бы на фоне репрессий в отношении религии, в отношении буддизма от красных, да, допустим, большевиков, естественно, для многих это сыграло такую как бы катализатором для того, чтобы, да, поверить немцам. Мгм. И вот это явилось как бы формальным поводом, причиной для депортации, да, почему другие народы депортировали, я не могу сказать, ну, тоже там, как бы, якобы там, ну, про нас тоже такие же слухи пускали, вот, калмыки встретили на белом коне немцев, да, но, ребята, давайте, кто нас не любит, я вам на будущее говорю, мы не встречали немцев на белом коне, это вообще мусульманская традиция. У буддистов, у калмыков такой традиции нет на белом скакуне кого-то встречать. Поэтому, если вы что-то придумывайте ближе к истине, допустим. Вот. И еще в 43-й год почти полностью Элисту освободили вот 1 января 43-го года, и до декабря 43-го года, в принципе, никаких даже подозрений не было на то, чтобы народ будут депортировать, да? Ведь таких репрессий ничего не было, в принципе, да? Ну, часть калмыков какая-то ушла с немцами, но так все уходили. Поэтому большинство калмыков-то воевали в составе Красной Армии. Ну да, вы о них вчера очень подробно рассказывали. И вот 28 декабря началась операция «Улусы», в которой участвовало примерно 3000 офицеров НКВД и 3-й мотострелковый полк НКВД. И, по словам очевидцев, там тоже были разные люди.
среди вот этих военнослужащих. Кто-то даже предупреждал там намеками, что собирайте самое необходимое, там кушать, варите, там что-то, теплую одежду. А кто-то вел себя как настоящий НКВДшник, да? Грубо, нагло. Кто-то вспоминает, как один офицер, видимо, сердобольный, отдавали всего полчаса на сборы. Представляете, зима. Тогда зимы были другие, чем сейчас. Вот у нас сейчас в Калмыкии зимы плюсовые. Тогда это был минус. И допустим, те же сотрудники НКВД прекрасно знали, куда их повезут и как их повезут, калмыков, да? Везли-то в скотских вагонах неотапливаемых. И поэтому некоторые, если полчаса на сборы, что такое полчаса на сборы? Это фактически без еды, без ничего, и никаких холодильников уже не было. Еда готовилась только вот для того, чтобы покушать и все, правильно? Да. Там что-то, может, вяленое было, там теплая одежда или что-то там для детей как-то. И один офицер, вот был такой случай, когда он понимая, что полчаса это мало, а там, по-моему, в семье были маленькие дети, он прострелил шину грузовика и заставил водителя вот менять колесо, пока делал. Ну, то есть за это время семья успела там, люди успели там сварить шулюн, там что-то, мясо там на дорогу, там что-то такое. Были такие случаи тоже. Ведь как в семье, как говорится, и не без урода, и не без добрых людей, да. Но многие вспоминают и нехорошие к себе отношения, конечно, да. Ну, все-таки, когда везли в Сибирь, оказывается, слух уже впереди распустили, что едут людоеды. И очень много погибло именно в 13, вот, число 13, да? 13 лет были в ссылке, 13 суток везли в вагонах, в основном там, в скотских вот этих. Операция «Улусы» продолжалась 28-29 декабря, да? Позже, в январе 44-го, выселили калмыков из Сталинградской области и Ростовской области, вот, донских калмыков. Всего около 100 тысяч, потом еще с фронтов снимали и отправляли в Астрахань, а оттуда офицеров отпускали к семьям в Сибирь, а рядовой состав направляли в Пермь на строительство Молотовской ГЭС. Фактически это как концлагерь был. И там, когда человек доходил до изнеможения, тогда только его отпускали из лагеря. В общем, калмыкам в то время досталось очень сильно. И хотел бы вот, пользуясь случаем, рассказать такой интересный рассказ, поведали мне как-то. Но это знают в Калмыкии многие, связанные, кстати, с бурятами. К сожалению, имени, фамилии я не знаю, но это, наверное, потом можно будет узнать, потому что человек, который все это привез, он должен знать имена. Значит, на станции Боготол, Красноярский край, куда были, вы сами знаете, что много там было ссыльных бурят, да? Да. Раскулаченных. Да, мой дедушка там был. Вот. И вот одна бурятка, имя не знаю, тогда молодая девочка была, подошел состав. Естественно, Боготол, такая станция небольшая тогда была. Да сейчас там население, по-моему, 1020. Естественно, всем интересно было, что за эшелон. Да? Там многие люди собрались. И когда открылись двери, все ахнули. Там стояли люди в скотских вагонах. И солдаты стали выносить трупы. То есть люди умирали пачками по пути от холода, голода. И на станциях останавливали, и трупы выносили, и там же бросали где-то. И вот там женщины-калмычки, увидев азиатку, стали что-то кричать на калмыцком, пока потом оказалось, что это были калмыцкие спецпереселенцы, и бросать свертки. Естественно, это даже буряты тоже все язык знали, и она родственную речь поняла, и она поняла по смыслу, что кричат, что типа вот нас уже не спасти, спасите наших бурханов. Это были буддийские танки. То есть эта девочка собрала 7 штук, успела, что там люди там что-то хотели тоже взять, но там солдаты стали уже прикладами бить там. В общем,
в 2015 году вот она еще наказала перед смертью своему сыну отдать калмыкам эти танки. И вот ему здесь в Улан-Удэ, где-то в Бурятии отдали одному из калмыков, по-моему, сын или внук этой женщины. И вот он привез это в Калмыкию, и сейчас в музее хранятся эти буддийские танки. Это говорит о том, что вот насколько у калмыков сильная вера была, вот, и есть в буддизм. То есть они знали, что они умрут, но они, увидев азиатку и поняв, что где-то, может быть, кровью, что это своя там, да, буддийская, единой крови, они стали кидать и говорить: сохрани, спаси. Для них изображение Будд было намного сильнее своей. Они не боялись столько как смерти, как боялись осквернить свою религию. Вот это и есть стержень, вот это и есть. Почему, говорят, калмыки не ломаются, вот сколько нас через колено ломали, никак так и не сломали, да? Мы дух сохранили, потому что с нами вот это наша вера, наше буддийское учение, за которое мы держались, в том числе и в Сибири. И я думаю, что мы дальше поговорим, как буддизм сумел сохранить дух калмыков в тех условиях, когда уже казалось все, конец народу, когда другие народы выселяют компактно, 500 000 чеченцев выселяют в Казахстан, Киргизию, да, там тоже сотни тысяч карачаевцев, балкарцев там и прочее. Ну, балкарцев тоже мало было. Их все равно компактно в те же края же выселяют, теплые фактически. А калмыков как будто на уничтожение бросают от Урала до Сахалина, я тебе уже говорил, от Киргизии до Северного Ледовитого океана, да, разбрасывали по разным местам. Да. Поначалу было 3-4 области. Новосибирская, Красноярский край, Алтайский край и Омская область. Омская область. Но потом вдруг еще в Тюмени оказались, в Тюменской области многие оказались. Причем в Тюменской области кто оказался, их всех бросили Ямало-Ненецкий округ туда, на север. Да? В общем, вот такие. Потом оказались и вот на Сахалине даже. То есть самые такие труднодоступные, можно сказать, они и сейчас труднодоступны, а тогда тем более холодные места калмыков бросили, как будто вот реально на уничтожение. Ну, я потом в будущем скажу, с точки зрения буддизма, почему это было. Не только потому, что мы карму отрабатывали, а потому что именно тот народ дхармический, да, который действительно верен Будде и который считается защитником буддийского учения. То есть вот эти демоны, они, естественно, он для них опасен, такой народ. Естественно, они пытаются его всегда уничтожить. И поэтому нам напомню, что в одной из сутр буддийских есть предсказание Будды Кашьяпы, это который Будда был до Будды Шакьямуни был, он сделал предсказание, что на берегах Каспийского моря, которое по одной из версий названо его именем Будды Кашьяпы, будут обитать мои последователи, воины-кочевники. Да? То есть, там калмыки живут. Естественно, значит, это место какое-то, может быть, непростое, да? Естественно, кое-кому с хвостом и с рогами, да, очень хочется, чтобы нас там не было. И вот это была одна из попыток нас оттуда отправить, убрать и полностью на уничтожение. Почему? Вот я поэтому и говорю. Вот объясните мне не по-буддийски, почему все народы были выселены компактно в теплые более-менее края, а почему калмыков так маленький народ, такой малочисленный, раскидали на 1000 километров друг от друга. Угу. Если кто-то мне объяснит другую причину, да, но никто еще не может объяснить. Поэтому я говорю, вот это для меня это очевидно. Шулмусы хотели уничтожить дхармический народ, защитника дхармы, защитника буддийского учения. Вот и все на это. И они очень веками это старались делать, но у них ничего не получилось и ничего не получится. Угу. Спасибо, Ларин Аранович. Вот сейчас вы рассказали очень интересную историю, в том числе связанную с бурятами, которые отбывали ссылку в Красноярском крае. Вдруг среди наших радиослушателей будут родственники или близкие друзья вот этой семьи. Может быть, они могут нам позвонить, рассказать, поделиться воспоминаниями. Телефон 588-300, прямой эфир. И на Вайбер и Телеграм СМС по телефону 8-924-457-8908. Я хочу продолжить наш эфир вопросами. Я хочу, Ларин Аранович знает, я хочу нашим радиослушателям сказать, что я сама была в Калмыкии, я была в этом музее, где вот есть целые комнаты воссозданы, да,
в которых жили наши братья-калмыки депортированные. Я была вот на этом обелиске, там просто очень болело у меня сердце. Очень подробно мне много рассказывали, я общалась с калмыками. И вот я задаю вот такой вопрос. Там мне рассказали о том, что на самом деле учет калмыков заранее велся под видом того, что ищут диверсантов там, и так далее, да, дезертиров, как бы все-таки были готовы к этому. И вот такой вот вопрос был. Говорили, что, например, жен другой национальности, которые вышли замуж за калмыка, их репрессировали вместе с мужьями. А вот калмычи, которые вышли замуж за человека другой национальности, на учет не брали. Вот почему так интересно? Ну, у нас же все по отцу. Значит, калмычка, тем более на тот момент, если русская замужем за калмыков, ребенок все равно калмык по-любому. Поэтому. А калмычка вышла замуж за другого, там, уже не калмык, допустим. И у нас и так до сих пор считается, в принципе. Поэтому, как бы, были вот такие случаи, допустим, вот одна калмычка, будучи на фронте медсестрой, вышла замуж за азербайджанца-врача. Они вместе в одном госпитале работали. И он ее после войны увез в Баку. НКВД не препятствовало вообще, потому что она вышла замуж за азербайджанца. Вот у них родились дочери, которые в Баку живут, полукалмычки. И вот мой двоюродный дядя в советское время попросил моего отца, и они поехали и засватали одну из этих дочерей. То есть она вот опять вернулась как бы к калмыкам, да, и вот родила 2 прекрасных сыновей, которые на 75% все равно калмыки. Да. Еще мне вот рассказывали просто ужасающие подробности, что иногда даже некоторые брали с собой чемодан, теплые вещи, успевали собирать, но их выбрасывали вот из машины, из грузовиков, конвоиры, чтобы побольше людей вот запихнуть в этот грузовик. Я же говорю, были разные случаи. Были случаи мародерства, были случаи вот избиения и прочее, да. В прошлом году у нас прямо на улице, вы были, да, на памятнике исхода возвращения Эрнста Неизвестного, да, великий скульптор воссоздал вот это все в своем произведении, там, которое сейчас в листе есть, памятник исхода возрождения. Вот на этом кургане был Аркадий Манжиев, показал свой мюзикл, оперу «Калмычка». Вот как раз о депортации. Ну, конечно, вот когда вас создают на улице, это все, это совсем другое. Знаете, вот эти студебекеры, когда автоматчики с собаками, лай, стрельба, вот это все, как вот вы смотрели фильм про Освенцим и прочее, да? Да. Там, вот это то же самое, в принципе, да? Это тоже какое-то что-то похоже на какое-то такое варварство, что ли, когда вот дети, собаки плачут, дети плачут, собаки там лают автоматные очереди. Все это было, я говорю, но и были примеры человечности, о которых я уже говорил. Поэтому, как бы, калмыки сильный народ, мы никогда не плачемся и не держим каких-то обид, как вот многие, я не буду приводить примеры, есть такие, которые нас до сих пор не любят, потому что постоянно плачутся, там, калмак такой, всякой плохой, там, нам 250 лет назад вот, там, нас бил, там. А мы не такие, мы сильный народ, поэтому мы не помним. Да, мы знаем, что с нами так обходились, но у нас нет обид таких, потому что сильному народу это не пристало. Мы буддийский народ, мы знаем, что мы отработали эту карму, мы сами такие были, кого-то там обижали раньше. Но забывать, конечно, это нельзя ради своего будущего. Историю надо помнить. Но историю надо помнить не с точки зрения вот такие-сякие, не сволочи, да, а с точки зрения того, чтобы самим не повторить все этих ошибок и с этим багажом знаний идти вперед. То есть этот багаж не должен нас тяготить, он не должен нас тормозить. Этот багаж должен, наоборот, нам помогать идти вперед. Вот с этой точки зрения мы поэтому и внимательно относимся, в том числе и вот к периоду депортации нашего народа. Да? И мы оттуда берем не то, что от чего нам было плохо, а мы, естественно, всегда ищем примеры героические, чтобы своему молодому поколению показать, что вот какие наши предки были. И мы должны быть такими, не хуже них. Они то, чтобы там сидеть и плакать, вот нас это обижали. Нет, у нас вот, если вспомнить, если вы сейчас послушайте калмыков, как они рассказывают о депортации, все ищут моменты
положительные, героические, такие, которые выделяют людей, именно дух человека. Да? Вот, наверное, этим мы, калмыки, во многом отличаемся, тем, что мы не плачемся. Даже взять наши эпосы, вот возьмите все эпосы, которые вот у азиатских народов, там вот кочевых, там прочее, киргизы, казахи, да, ну, постоянно у них там что-то, я не хочу его видеть, но реально там ненавистный калмак, там что-то, злой да, калмак. Да, вот это нас там обидел. У нас эпос, послушали калмыцкий эпос, да? Мы в этом эпосе богатыри наши айрат калмыцкие с кем воюют в основном? С улмусами, с демонами, потому что, видимо, как у нас калмыки шутят, среди людей равных, наверное, не было, поэтому демонами. То есть у нас это все как бы на таком уровне, когда не надо плакать, надо брать из истории то, что нам полезно будет в будущем. А вот я считаю, что из депортации мы что могли полезного вынести? Опять же, наша вера. Ведь у калмыков, я уже как-то говорил на передаче, что у калмыков, наверное, больше никого монгольского народа такого нету, есть традиция коллективных читок, молитв. То есть без лам, без сами. Мы можем сами собираться и читать молитвы. Это пошло из Сибири. Когда нельзя было молиться по страхам лагерей, представляете, да? Калмыки собирались по вечерам группами в избах и тихонько совместно читали молитвы. Этим самым подбадривая друг друга, поднимая коллективный дух. И, представляете, в тех условиях, да? В тех условиях там люди могли застрелиться и сказать, ну все, нашему народу конец. Нет, наше старшее поколение выдержало. И сколько таких историй. Ведь многие наши калмыки, к вопросу языку, многие, мне старшее поколение рассказывают, что они приехали 7-8 лет, из Сибири родились там. Мы приехали в Элисту, мы не знали русского языка. Будучи в Сибири, они все равно говорили на родном языке. То есть мне одна бабушка рассказывала, как ее замуж выдали, то есть искали своих калмыков, будь так вот. Отец сказал, выйдешь замуж за того-то, а бабушка говорит, она сама родом из Тургутских районов, она живет среди дерюдов. Мы спросили, а как вы там оказались? Она говорит, у старшего поколения это редкость была. Она говорит, в Сибири вышел замуж. Вот отец сказал, говорит, вот за него выйдешь замуж. А я спросил, а как же любовь? А он сказал, потом полюбишь. И все, на этом все закончилось. То есть, ну а что, она 7 сыновей, по-моему, родила, что, нормально для калмыков. И вот такие вещи были. То есть народ как мог держался. И не хотелось бы, конечно, сегодня говорить о грустном, хотя невозможно эту тему обойти, да? Но все-таки я буду вспоминать те случаи, которые действительно говорят о мужестве и стойкости нашего старшего поколения. Ну, безусловно. Мы, прежде чем сейчас мы поставим нашу первую песню, конечно, сегодня мы подобрали особенные песни. Я не могу не зацитировать калмыцкого писателя Тимофея Бембеева из его автобиографической повести «Хроники дней, обращенные в ночи». Вот он там рассказывал, что он очень многих калмыков ссылали еще не из дома, а когда они находились там по командировке, например, на промыслах. И вот он писал о печальной участи каспийских рыбаков, калмыков, да. Большая группа приморских калмыков, в основном мужчина, она подверглась выселению прямо с промыслов. Без денег, без теплых вещей, все, что у них дома осталось. И вот он писал, потом в Сибири многие из них долго мыкались, месяцами разыскивая свои семьи, не имея возможности соединиться. А за это время многие престарелые их родители, малые дети, у некоторых и жены без мужской опеки в холодных товарниках в морозной Сибири умерли и сгинули в неизвестности. Вот после песни я расскажу вот пару таких случаев. Декабрин сарын хөрен намында Декце халим вуды гнүлглэ Декце халим вуды гнүлгэ мачигэн Дедістен залуранды жарылар Berinden desin tankçı
gülge devler Buruga halim gudigar Bullshit virden zamalar Kitin severim salkında Kölden kökület yoksun Körke halime Körke halime Mandulat narım garlar Manige avat karıva Manige tusun Stalin Махачиноха итха Северин салкында Көлде көпірет йоксын Көрке халime Көрке халime Dekabrın sarın hörünleminde Dekçe halin bu degenirler Сагы Ырьеса. Колесо времени. Пронзительная песня прямо под завывание в юге. Там есть слова про Сталина, Ларин Аранович. Ну, декабрь царин Хёринамиде 28 декабря. Значит, это песня о выселении. И вот еще раз подтверждение моих слов. Там калмыки не жалеют себя, любимых. Там вот такие слова есть. Маднеге тусын Сталин махачин ноха итхе. То есть нас выслушал Сталин, пусть жрет мясо собаки, да? То есть вот какой настрой у калмыков был. И такие песни у нас вот именно выдают наш характер нашего народа. Угу. Вот если, возвращаясь к высылке, да, я вот не могу не вспомнить рассказы, которые вот мне рассказывали в Калмыкии. Все-таки для калмыков, как для бурят, для нас это основное богатство материальное, это скот, да, и вот наши домашние животные, скот очень умные, да, и вот там рассказывали, вот писатель Балакаев писал: ох, как скорбно, тоскливо, печально, жалобно мычали коровы, блеяли овцы, ржали лошади, плакали верблюды. От этой какофонии становится жутко и страшно, в жилах стынет кровь, можно сказать, волосы становятся дыбом. И вот он в рассказе «Выслан навечно» вспоминал, как за своими хозяевами, за этими грузовиками просто скот гурьбой бросался, и вот собаки бежали до последнего вот, по железной дороге и падали замертво вот на рельсах. Вчера вы рассказывали, что вот во время войны большинство скота калмыцкого перегнали в Казахстан, да, а вот после депортации говорили, что передали соседним областям и Украинской ССР, да, но без должного ухода, вот калмыки же умеют, как говорят, ухаживать за скотом, калмыцкий скот начал вот массово вымирать. Да, ну, знаете, я говорил, что хорошо, что мы не потеряли калмыцкую породу КРС. Это очень хорошо. Это я считаю, на данный момент лучшая порода. Почему? Потому что она холодно не боится, жары не боится. Ее не надо там подножным кормом питается, да, там утром покормил, потом вот даже вот в ее ранне, когда первые КРС появились, они тогда уже поняли преимущество нашего скота. Но очень много всего мы потеряли на тот момент. Да не только мы, это вообще вся страна вообще потеряла, да. Уникальные. Мы сейчас только недавно стали восстанавливать нашу породу овец, да, которую тоже потеряли тогда. Ну, я обещал вот рассказать эти случаи. Но, кстати, я хотел сказать вот по поводу скота. Напомнили мне. Когда калмыки уезжали, некоторые русские, которые соседи, они подходили, даже деньги давали. Их скот забирали себе и деньги давали. То есть эти деньги пригодились бы в Сибири. Те, кто не давал, допустим, были очень многие случаи, которые рассказывают, когда приезжали, обратно возвращались после Сибири, вот, допустим, 2 овцы было у него, забрал сосед 2 овцы, они через 17 лет вернулись, он 2 овцы вернул.
Даже вот такие вещи были. Были такие моменты, когда не брали ничего русские соседи, но когда калмыки приезжали, они давали свое им, потому что они вместе жили десятилетиями. Многие русские знали калмыцкий язык тогда. Это вот именно те русские, с которыми жили вот десятилетиями. И это как бы, не хочу никого обидеть, это были немножко другие русские. Да. Это не те, которые были потом переселились на места калмыков, которые потом, когда калмыки вернулись, они очень были недовольны, в отличие от тех русских, которые жили, они наоборот радовались, что вот приехали наши соседи, да, вернулись. И они говорили тем русским, которые были недовольны, что чего вы недовольны, сейчас республика, город начнут восстанавливаться. А тоже после войны, как после 45-го года, да, вплоть до возвращения калмыков вообще ничего не строилось в Калмыкии. То есть вот как вот она осталась после войны руины, так и никто этим не занимался. Я перед тем, как вы будете рассказывать о случаях, как люди искали друг друга в депортации, хочу нашим слушателям такие ужасающие цифры привести, что депортация проходила в 3 этапа, вот как наш Ларин Аранович рассказал. Первый этап — это выселили 93 139 калмыков. Второй этап в марте 44-го, это Ростовская область, там был свой калмыцкий район, 2684 человека. И в июне 44-го третий этап из Сталинградской области, 1173 калмыка. И тогда же из воевавших на фронте 150 тысяч калмыков, 15 тысяч калмыков тоже как бы забрали, да. Вот вы рассказывали, что многие командиры не хотели отдавать своих калмыков из своих частей воинских. Не отдавали, кто-то переписывал на другую национальность, чтобы не отдавать. Кто-то прямо заявлял сотрудникам НКВД, что этот кадр мне нужен. Эти разведчики, допустим, военные, прямо говорили, а вы за них воевать будете, что ли? Ведь на фронте нужны опытные кадры. Вот так получалось, что некоторые калмыки дошли до Берлина. И, кстати, мой дальний родственник, 4-юродный брат моего отца, дядя Саша Шунгуров, тоже воевал с начала войны и дошел до Германии, да? И тоже вот ценный кадр был. Даже был комендантом какого-то там из немецких городков небольших после войны. Но потом по национальному признаку его все-таки отправили. Но были такие случаи, когда калмыки, которые... Вот у всякого народа есть такие свои вот какие-то, я не знаю, смеяться над ними или наоборот, или гордиться такими людьми, или... То есть проныры, так скажем, да? И у нас были такие. Даже в условиях, вроде, когда калмыки выселены, да, он доходит до Германии, потом его высылают, естественно, к семьям туда куда-то, в Узбекистан или куда-то, а вслед за этим из Германии приходит эшелон, где он там, его куча трофейных, куча трофейных вещей, да, там, каким-то образом он умудрялся все это вот как-то отправить, да, из Германии туда, где он должен был быть на выселении, да, и такие случаи были. То есть везде у каждого народа есть свои какие-то вот такие кадры, так скажем, да, но в основном, конечно, тяжело было калмыкам, особенно простым. Да, вот случай такой, когда моего деда по матери выселяли из Грозного вместе с чеченцами, потому что он был замкомандира полка, который был, он был в окружении, выходил из окружения в свое время, потом его на переформирование отправили в Грозный, где формировался какая-то часть, и он был заместителем командира там. А там в войсках НКВД служил, говорит, один земляк, калмык. И он однажды пришел и сказал: калмыков выселили, следующих вот чеченцев, ингушей, и вы тоже пойдете, наверное. И да, его отправляют с чеченцами, ингушами в одном поезде в Таврнике 23 февраля 1944 года. Он попадает ему повезло, что он с ними в теплые края попал туда, куда-то, в Казахстан. И как-то он уже жил там, уже где-то в Казахстане, в Джамбу, по-моему. И когда на одной станции увидел азиата, солдата, демобилизованного, и он почему-то понял, что он калмык.
Вот хотя там Казахстан, казахи, но он, вот кровь родная, он подошел, точно калмык. И этот калмык, несмотря на то, что на фронте воевал чуть ли не до конца войны, он не знал русского языка. Вот каково было ему искать своих родных в Сибири. Он не знал, куда ехать. И дед забрал его к себе. И он какое-то время жил у него, и он эти месяцы и даже сколько там время, может быть, даже больше года потратил на поиски родных, там писал куда-то. И нашли. И он уехал, потом он жил в Укибуруле, все это помнил, там этот калмык умер бы. Его сейчас потомки живут в Укибурульском районе. Такие случаи были. Потом были случаи, когда вот первые месяцы, когда писали, вот слышал про одну калмычку, у которой родителей не осталось, сама молодая, там лет, не знаю, 17-18, а братишка маленький. Первые месяцы вообще кушать нечего было вот в Сибири у калмыков, да, и она братишку своего отправляла в калмыцкую семью, у которых тоже дети, тоже мало кушать, но они ему тоже делились, давали. А сама она не ходила, стыдно было. Вот старшее поколение вот такие, крепкое. И она в итоге от голода умерла. А братишку спасла. Она сама не ходила, потому что сама понимала, что та семья тоже голодает. Тоже. Но братишку спасла. Вот такие случаи были. У нас очень сильная кровь, у нас очень сильные старшие. У нас каждое поколение все равно выделяется своей силой. И я горжусь этим. Я всегда, когда вспоминаю о том, что наши старшее поколение, наши айраты в истории показали, и потом в советское время и прочее, вот эти депортации и прочее, как они все это выдержали, как они достойно все это ведут после советское время, как они достойно рассказывали о Сибири. Ведь я не слышал о том, чтобы кто-то где-то рыдал и плакал, как с ними там коменданты относились, или как там было там всегда. Вот мои родственники, допустим, мне всегда с достоинством рассказывали о том, что как они все это прошли, как калмыки все это проходили. Не все, конечно. Были и свои, конечно, нехорошие, так скажем. Кстати, после нашу элиту, к которой относилась и наша семья, всех калмыков в НКВД вызывали после депортации. И в том числе вот братишку моего деда, о котором я говорил, первый директор Кигеран. И офицер НКВД им бросал в глаза обвинение в том, что они виноваты в том, что они воспитали свой народ. В духе там социализма и прочее. И один мудрый дедушка этому братишке моему деду сказал: не вздумай перед офицером там, НКВД оправдываться. Скажи: да, это наша вина, и все. И он так и сказал: да, это наша вина, это мы виноваты. Офицер очень удивился: ладно, идите. А те, кто начинал не спорить, а говорить: нет, это не мы, это, репрессировали. То есть вот такие тоже случаи были. Очень много чего интересного рассказывают. Были случаи, когда, когда первые месяцы особенно, в основном же очень много калмыков умерло в первые месяцы, когда холод, голод, сил не было. Там вот сибиряки вспоминают, что калмыки приехали, они до того даже мужчины были ослабшие, он даже не мог ведро поднять воды из колодца, потому что, голод, холод, помогали им. Потом, когда калмыки умирали, родственники не могли копать мертвую землю, слабые были. Чуть-чуть там откопают, закопают, и потом собаки это все вырывали, ели. И были случаи, когда калмыки вынуждены были колхозное что-то воровать, да, там, для еды, там тоже их наказывали, да, как-то, естественно, сразу лагеря. Но в общем, вели себя, конечно, достойно. И вот местное население, сибиряки, вспоминает, что нам говорили, что едут людоеды, там, предатели. И вот были такие случаи, когда калмыки с фронтов возвращались, приходили, допустим, в какой-то совхоз, в контору, там, на работу устраиваться с кем-то, тогда же нужно было на работе работать. Шинель расстегивают, там награды. У нас же только герои Советского Союза не могли не отмечаться в комендатуре, а остальные все должны были.
И вот он приходит в контору где-нибудь в совхозе, открывает, расстегивает, а там награды. И первые вопросы были такие: а вы за кого воевали? А что, не видишь, за кого я воевал? То есть такая пропаганда была, что для многих сибиряков калмыки — это все предатели. Поэтому у них сибиряки вспоминали, в том числе и писатели сибирские, потом, которые стали, они потом со временем понимали, что что-то здесь не то. Что-то нас обманывают. Потом сибиряки очень хорошо отнеслись. Причем они говорили, многие сибиряки, говорят: вам повезло, что мы здесь. Мы сюда, когда нас, говорит, раскулачили в начале 30-х, мы сюда приехали, тут никого не было, говорит. А вы приехали, мы уже здесь там, да, ну, они сами из таких, поэтому помогали. Ну, не все, конечно, были директора совхоза, сволочи там тоже. Были случаи, когда вот рассказывали, какой-то офицер из калмыков вернулся с именным пистолетом и погонял там директора совхоза и прочее. Угу. У нас звонок в прямом эфире. Сэмбано. Алло. Сэмбано. Сэмбано. Это Башитов беспокоит Алексей Данилович, председатель совета племени Булагат. Угу. Алексей Данилович, здравствуйте. Сэмбано. Я бы хотел это переговорить, как бы встретиться с Лариной. Алексей Данилович, я вас предупредила в начале передачи, что мы сегодня только о теме депортации говорим. Давайте после эфира вы позвоните, хорошо? Ему я звонил, он что-то не отвечает. Это выставлял. Я вынуждена буду вас прервать. Сегодня мы говорим о депортации. Давайте вы личные вопросы будете решать после эфира. Спасибо. Какие личные? Это общие вопросы. Задавайте вопросы по теме, пожалуйста. Ну ладно, давайте продолжим. Я вот хочу еще раз напомнить нашим слушателям, чтобы задавали вопросы все-таки по теме. Сегодня мы обсуждаем одну из самых трагических страниц в истории нашего братского народа, да, по телефону 588-300. Но если вопросы будут не по теме, я просто диктаторски буду это... Нету никаких звонков, нет. Поэтому, наверное, может быть, не тот телефон ему дали. Я, кстати, вчера встречался с одним из булагатов, с Олегом. Был там... Ничего такого ясно. Не передавали. Ну, давайте вернемся к нашей теме. Я вот хочу нашим бурятским радиослушателям рассказать о том, что когда я была в Элисте, вот посещала, там есть целый мемориальный комплекс, о котором Ларин Аранович уже говорил, «Исход и возвращение» называется, работа Эрнеста Неизвестного. И вот я впервые увидела такой комплекс, который из вагона на рельсах состоит, и вот нам было трудно представить, что вот в такой один вагон, да, 40-50 человек 2 яруса забивали, да, и вот 47 вот таких эшелонов везли на восток, вы говорите, 13 дней, да, и вот за эти 2 недели столько людей умерло от холода, голода и болезней. И я вот даже специально выписала, что пишут калмыцкие дети по рассказам своих старейшин. И вот я хочу процитировать нашим слушателям. «Предчувствие чего-то страшного, нереального не обманет мать моей бабушки, когда умрет от холода и голода Аркашка, когда будут отдирать от холодного пола вагона труп ее брата, когда люди, точно мухи, будут падать со 2 полок замертво на головы сидящих внизу, и когда она с ужасом увидит, что половина людей в вагоне уже не спит и не шевелится». Вот это просто мороз по коже был, когда вот мы были на этом мемориальном комплексе «Исход и возвращение». Еще один звонок в прямом эфире. Алло, Сэмбано. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Беспокоит, в возрасте 60. По-другому я читал книгу калмыцкого писателя Михаила Ханинова. Его семью подвергали депортации. Он был партизаном столь в Смоленщине. Беларуси. Беларуси. Мишка черная. Да. Если знаете, расскажите. Ну, Михаил Ханинов, да, известный наш писатель, мой отец с ним был прекрасно знаком. Все мы в юности, в молодости читали эти книжки его, в том числе «Мишка черный, это я», вот эта книжка его знаменитая, где он описывает свои партизанские будни в лесах Белоруссии, вот его там Мишка черный называли. Я подробно о нем ничего не могу сказать, но то, что у нас, да, знаменитый писатель, будни обыкновенные были советские в то время писатели. У нас тогда очень, кстати, много писателей было в советское время в Калмыкии. И вот Михаил Ханинов один из тех, кто
действительно был достоин народного уважения, народной любви, да. Все они побывали, все в Сибири, все они прошли, все калмыки 100% прошли сибирскую ссылку вне зависимости от своих заслуг. И поэтому Михаил Ханенов, как и все, прошел через Сибирь, через войну. Да. У вас... Вот спасибо. Вам спасибо большое за вопрос. Продолжаем наш эфир. Ларин Аронович, я вот хотела бы такой вопрос задать. Интересно, я узнала тоже в Калмыкии, когда была, что, естественно, ссылка не смогла сломить дух калмыков, и даже в ссылке они пытались достучаться до властей, вот доказать несправедливость, да. И вот приводят историки слова бывшего председателя калмыцкого рыбоколхоза Андраева, который в беседе со спецкомендантом говорил: многие калмыки просят о возвращении на родину, поэтому мы написали письмо товарищу Сталину с предложением о присоединении, внимания, к Бурят-Монгольской ССР и Халх-Монголии для создания единой союзной республики в составе СССР. Вот как вы думаете, Ларин Аронович, почему тогда не разрешили, и что было бы, если бы разрешили? Вот такой вопрос. Ну, сами говорили о панмонголизме, за панмонголизм тогда наказывали, да, а это что, как не панмонголизм, да, когда предлагают воссоздать, на тот он момент... же просил в составе СССР. А тут какая разница, уже могли заподозрить, если, как помните анекдот, да, сколько лет получил, да, спрашивают, 10 лет, ни за что, не ври, ни за что 25 дают. Вот тогда тоже могли ни за что просто, да, а это уже было что? Если он предлагает такую, значит, он уже можно было обвинить в панмонголизме, вот, в стремлении к воссоединению, да. Но на тот момент я считаю, что это была очень хорошая идея, потому что, чтобы спасти народ, уже речь не была о возвращении, да, при Сталине на берега Волги, а уже спасти народ, собрать его с Ямало-Ненецкого, с Сахалина, с других областей, вот где они там по нескольку, ведь вот один сибирский писатель пишет, вы просто вздумайтесь, да? В их село приехало 200 калмыков, да? К весне осталась одна калмычка. И ее любимым занятием было, она вечерами садилась и смотрела на запад, то есть в сторону, где калмыки. На тот момент надо было сделать так, чтобы народ выжил. Поэтому это было одно из вариантов, которые предложенных, да, то есть человек не испугался, человек мог бы посидеть тихо там до своих смертных дней, так скажем, но он взял и он беспокоился о народе, и вот такое одно из предложений, давайте создадим, это было бы спасение, вот всех в Бурятию пересели калмыков, это было спасение уже для народа. Но на тот момент вряд ли кто-то пошел, ведь задача-то была не спасение народа у той власти, а наоборот, чтобы этот народ сгинул сам, потихонечку так, мы как бы не при делах. В одной из прошлых передач, вы помните, позвонил наш слушатель и вспоминал, что он еще ребенком помнил, как калмыки жили в агентских бурятских селах, да, а потом они вернулись уже женами бурятками, и вы говорили, что были немного калмыков, счастливчиков, которые попали... Их мало было, которые в Бурятию попали, да, это они были счастливчики. Счастливчики те были, кто на Алтай попал, на нашу, да, историческую родину, да. Кстати, там на Алтае были репрессированы, ведь я читал где-то показания какие-то, документы были где-то опубликованы, я не помню, о том, как нехорошо отзывались о советской власти калмыки, которые жили в Алтайском крае, переселенные, да, там, то есть они как бы вот эти настроения калмыков были, и многие не боялись их выражать, и за что они были репрессированы, да, то есть какой-то, получается, непокорный народ, их ломаешь через колено, их там что делаешь, они все равно за свое, да. Очень много таких случаев. Мы этого не знали, только недавно стали эти документы появляться. То есть много было таких, кто действительно открыто шел, допустим, вот у нас Лев Анджелович Пюрбеев, который был директором в советское время одного из лучших учебно-производственных комбинатов Советского Союза, да, в Москве. Он жил вот в сталинском вот этой высотке, одной из 7, да, то есть, значит, он в свое время достиг каких-то авторитета какого-то, да, в Москве.
Вот он отсидел какое-то время, будучи малолеткой, потому что он с выселения, тогда нельзя было уезжать без решения, да, то есть вот как крепостной. Тебя привезли в это село, там и сиди, там в комендатуре отмечайся там. А он взял и решил учиться поехать по своей молодости в Ленинград. И, естественно, его с поезда сняли, калмык, и дали 25 лет. Юноши. Юноши, который просто уехал с места поселения. 25 лет. И он говорит, хорошо, что Сталин умер. Потом, недолго он сидел, потому что под амнистию он попал. И он рассказывал, что странно, говорит, там те, кто воевал за немцев, предатели, да, так сказать, они получали по 10 лет, сидели с ним. А он за то, что уехал с места поселения, 25. Вот так вот отношение к калмыкам, да, вот сами подумайте. Вот мне в Калмыкии еще тоже рассказывали такой случай, что те, кто были поселены в Алтайском крае, там ведь рядом Республика Алтай, она тогда называлась Айротия, да? Айроты. Айротская, да. Да. Вообще алтайцы сами себя называют айроты. Помните, мы в самых первых передачах это обсуждали. И что многие поселенцы пытались уйти туда, к своим соплеменникам, но вот их стреляли, там, не давали им поселиться у айротов. Да, там вот были случаи, да, когда они уходили. Были случаи вообще попыток уйти, по-моему, в Монголию даже, потому что там блокпосты даже были. Там, это же на границе с Монголией. Это да, там недалеко. Почему? Поэтому потом монголы вспоминают про одного калмыка, который в Монголии был, там среди заключенных, он строили там дорогу, что ли, они войска НКВД там заключенных Советского Союза привозили. И вот когда я был зимой в Монголии, там мне рассказывали случай. Он же бежал, потом долгое время в горах отстреливал этих офицеров НКВД, там, это монголы сами говорили, это был калмык, который бежал из-под стражи. Вот таких случаев мы многие, наверное, и не знаем, что там происходило на самом деле. Один из сибирских писателей пишет, говорит, когда к нам калмыков привезли, говорит, вот зима прошла, говорит, весна, тепло. И вот эти мальчишки, говорит, калмыки, сели на лошадей, причем без седел, и начали горцевать. То есть они соскучились по лошадям. Вот, и мы, говорит, сибирские пацаны, говорит, мы считали себя великими наездниками, да, но оказалось, что перед калмыками вообще никто. Потому что они горцевали на лошадях без седел. То есть было видно, как они соскучились ведь в то время калмыки только на лошадях передвигались по степи, там, вот они соскучились. И молодое поколение, особенно те, кто родились, они всегда спрашивали, что за калмыки? Мама, бабушка, расскажи мне про калмыки. То есть это было очень сильно такое. Даже те, кто там родились, они всегда просили, расскажите. И когда уже возвращались, вот у меня один русский дед рассказывал, говорит, еще в 80-х годах. Нет, вру, в конце 80-х, в начале 90-х он рассказывал, как он со станции Дивного, Ставропольского края, возил возвращающихся калмыков на грузовике в Калмыкию. Они все, говорят, везешь на Манычи, на реке Граница, они все стучат по кабине «Останови», все выпрыгивают и плачут, целуют землю. То есть представляете состояние этого народа. И дети вернулись патриотами. Никто из них не раскис, никто из калмыцких детей не обрусел, так скажем, ментально, да. И все остались калмыками. То есть наше старшее поколение даже в тех условиях сумело сохранить молодое поколение в тех традициях, которые должны быть у айратов, да. И еще раз повторюсь, благодаря нашей вере буддизму, за которую мы держались все века, и благодаря которому мы выжили. Я вот хочу тоже вспомнить, что в Элисте я покупала шапочки калмыцкие, заказала прям по размеру, мне бабушка связала, калмычка. Оказалось, она в детстве была в Новосибирской области, в ссылке, и вот она увидела, что я купила грецкие орехи, она говорит, зачем ты их купила? У вас же кедровые орехи намного вкуснее, я очень скучаю по кедровым шишкам. Говорит, вы их не привезли? Я говорю, я не знала, к сожалению. Но вот в следующий раз, кто поедет в Калмыкию, наши бурятские радиослушатели, обязательно захватите с собой кедровые шишки, орехи, подарите их старшему поколению. Да, потому что, наверное, они очень сильно выручали тогда, когда был голод. И наши сибирские поколения, как мы их называем, они, наверное, вот
конечно, для них это, вот как для блокадников, да, крошки хлеба, также для наших вот эти кедровые орехи. Сейчас мы перервемся еще на одну песню, и после которой мы как бы завершим 13 лет наши братья-калмыки провели в депортации, и мы будем уже говорить о том, как восстанавливали снова автономию калмыцкого народа и как наши братья возвращались на родную землю. Сюда, где живет еще дух Чингисхана. Тот великий народ, он изгнанник и он же святой. Тысячи верст прошагав, погибая до Артезиана, уголочек земли перечеркнутый пятой тропой. Лагеря, пересылки, Сибирь, волчья стая кружила. Матерей седина, слезы брата, могила отца. Беспощадное время, что было с собой, уносило. Боль от ран и потерь, отчего часто ноет душа. Степи, море, благодатный край, в дымке белой камышовый рай. Суровый не мираж и не обман, Артезиан. Перекресток всех ветров земли, воронье кружится во степи, но живет в душе моей, братан, Артезиан. Перекресток всех ветров земли, воронье кружится во степи, но живет в душе моей, братан, Артезиан. И цветет этот край где-то Богом забытый. Просолилась душа, облетая Каспийскую даль. На востоке луна спит, кочевник туманом укрытый. Спит калмыцкая степь, как вдова, погрузившись в печаль. Завтра будет рассвет, хватит гнева, о добрые боги. Мы прошли круги ада, потомки нам это зачтут. Мы на нашей земле, и другой у нас нету дороги. Из пути нас нигде, никому никогда не свернуть. Степи, море, благодатный край, в дымке белой камышовый рай. Суровый не мираж и не обман, Артезиан. Перекресток всех ветров земли, воронье кружится во степи, но живет в душе моей, братан, Артезиан. Перекресток всех ветров земли, воронье кружится во степи, но живет в душе моей, братан, Артезиан.
обман. Артезиан, перекресток всех ветров земли, воронье кружится во степи, но живет в душе моей, братан. Артезиан, перекресток всех ветров земли, воронье кружится во степи, но живет в душе моей, братан. Артезиан. Сагэ Ильиса. Колесо времени. Мы продолжаем нашу передачу. Во время песни поступили звонки, и в том числе там был, еще раз повторить, основную причину депортации калмыков в Сибирь. Кратко скажем. Ну, официальная версия — это наказание калмыков за якобы за предательство, за то, что там за немцев пошли. Я еще раз напомню, что калмыцкий кавалерийский корпус, который воевал за немцев, был по разным данным от 3 до 5 тысяч человек, да? При этом за немцев воевала 800-тысячная русская освободительная армия генерала Власова, да, напомню, русская народная освободительная армия генерала Каменского, многочисленные полицейские батальоны, многочисленные осведомители и прочее, да. И это нормально, да, а вот да, ну, это уже украинцы там, да, а 3000 калмыков, наверное, это очень страшно было, конечно, для советов, и поэтому нас вот выселили. Поэтому, кому непонятно, еще раз повторяю, захотят выселить, найдут причину. Да. Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы обсудили то, как высылали, да, в грузовиках, и 13 дней везли в таком товарных вагонах. И вот 13 лет ссылки, да, и почему вот 13 лет, почему вот в 1957 году закончилась такая вот долгая 13-летняя ссылка? Ну, Сталин умер, поменялся вектор власти, да, политический. К власти пришел Хрущев, которому я не говорю, что он там пылал какой-то любовью к калмыкам. Нет, он такой же сталинист, как и все, и просто ему нужно был новый имидж Советскому Союзу для того, чтобы ему лично нужен был имидж новому Советскому Союзу, потому что чтобы пойти на сближение с Западом и прочее, и с другими странами. А для этого, кстати, он организовал и фестиваль молодежи и студентов в Москве, да, именно для того, чтобы вот как бы показать, я такой открытый. Естественно, все вот эти годы, начиная с 43-44 годов, когда выселялись народы, естественно, Советский Союз подвергался критике со стороны мировых держав. И, конечно же, Хрущев не мог оставлять это все так, как есть, поэтому ему необходимо было просто возвращать народы на место пребывания, чтобы вот показать международному сообществу, что я такой, я не Сталин. И поэтому так и сделал. Да, ну, по-любому мы ему благодарны за это. Наверное, пришел в то время, тогда, когда нужно было. Угу. Я вот хочу напомнить, что нам звонила бабушка, да, помните, которая замужем за калмыком, почти 80 ей лет, и вот до этого нам звонил слушатель, вспоминал еще ребенком, что было несколько калмыков, которые женились на бурятках, и вот как только они услышали о том, что восстановили республику, да, депортация закончилась, они вернулись вместе с бурятками, женами. Вот таких семей много в Калмыкии. Ну, вот я знаю, вот в поселке Цаганаман, который вот на Волге, было 4 семьи такие, 3 совместные. Извините за звонок в прямой эфир. Алло. Угу. Нам звонят наши слушатели. Алло, Сэмбена. Сэмбена. Ларри Наранович. Ага. Ларри Наранович. Мари Наранович. Ларри, Эл. Ага, здравствуйте. Ага. Здравствуйте. Ну, мы очень рады вас слушать в эфире. Спасибо. Очень рады. Я хотела вот так, небольшую деталь уточнить. Но мы знаем, конечно, на долю калмыцкого народа выпало очень тяжелые времена, да, были они в оккупации, потом
так, какого же освободили? 1 января 43-го года. Да. Ага, освободились Элисту. они. Да. Элисту. Ваш вопрос, пожалуйста. Мой вопрос. Вот это самый. Мне не совсем понятно, почему всех ждала такая массовая, вот сказано, беспощадная депортация из Сибири. Но вы говорили, вот я хочу из вас просто лично услышать. Я вот только что сказал, ведь калмыков всех обвинили в предательстве. Весь народ. Весь народ. То есть и детей, и всех. Да. Вот поэтому, она, конечно, там причина была совсем, может быть, другая, может быть, какие-то экономические причины, может, стоило ту территорию освободить или что, и создать там новые области русскоязычные, ту же Астраханскую и прочее, да? Вот, кстати, Астраханскую область и создали благодаря калмыцким землям, потому что тогда Астраханской области не было, был Астраханский округ Сталинградской области, и вот после ликвидации Калмыцкой ССР и депортации калмыков в Сибирь была создана на части территории Калмыцкой ССР, бывшей, создана Астраханская область, и сейчас из 4 районов Астраханской области 2 – это наши районы. Это бывшие районы Республики Калмыкия, Калмыцкая ССР. Ну, я не знаю истинных причин, но, знаете, я еще раз говорю, еще раз повторюсь, у нас большинство воевало в рядах советской армии. И у нас большинство народа трудилось, и очень много, вот Туяна уже цифры вчера приводила, да, сколько денег собрали, сколько всего лошадей дали фронту, сколько всего. Наше мирное население за короткий срок построило дорогу, стратегически важную железную дорогу Кизляр-Астрахань, чем обеспечило нефтью, поставки нефти с юга, вот с Кавказа под Сталинград нашим войскам, да, потому что раньше нефть шла через Ростов, а Ростов был оккупирован, и пути были отрезаны, то есть наше мирное население тоже внесло очень весомый вклад в победу, да, и я рассказывал вчера про нашу 110-ю кавалерийскую дивизию, которая до конца держала рубежи на Дону, хотя другие дивизии уже отступили, а калмыцкая дивизия продолжала держать еще 5 суток рубеж, несмотря на то, что уже получила приказ об отступлении, после приказа они еще 5 суток держались, а все уже давно убежали, и тем не менее нас все равно обвинили в предательстве, все равно выселили. Поэтому вот это есть самая настоящая вопиющая несправедливость, о чем мы уже постоянно об этом говорим, да? И еще раз говорю, еще к нам за это никто не принес официальных извинений из руководства страны, да? Такое ощущение, что вот эта политика, это фактически, молчаливое согласие с тем, что да, правильно, предатели, значит, или что? Но ведь это же не так, поэтому я говорю, в советское время очень много было несправедливости в отношении наших народов, да? Благодаря в кавычках, чему мы потеряли большие земли, мы теряем язык и прочее. Но я еще раз говорю, мы должны это все преодолеть, мы не должны плакаться, мы должны идти вперед. То, что я сегодня эти передачи, спасибо Радио ФМ Бурятия, дали мне эфир, уже 8-я, да, по-моему, передача, да? 8-я передача. Потом «Эхо Москвы», Бурятия мне давала эфир. Там еще. Благодаря тому, что дали эфир, я могу рассказать бурятам, да и калмыки наши многие слушают, многие тоже не знают, там, допустим, чего было. Я могу рассказать об истории нашего народа, и это больше открывает глаза на калмыков для бурят. Надеюсь, нас слушают и специальные люди, которые в Москву докладывают, да? И они тоже будут знать о нашем народе и о том, что происходит. И по-другому как-то на калмыков взглянуть. Мы вообще не враги России. Мы всегда были ее защитниками, причем самыми стойкими и самыми надежными защитниками. Мы не бросали оружие даже тогда, когда другие бросали оружие, да, и не поднимали лапки кверху. Поэтому вот о чем и речь. Нас выселили ни за что. Вот это самое главное. Вот это самое главное, запомните. Мы были, есть и будем. Мы айраты, мы калмыки, поэтому нас не испугать, нас не уничтожить. Поэтому вот нас выселили ни за что. Вот это запомните. Да, мы помним. Спасибо. Спасибо. Вы получили очень подробный ответ на свой вопрос. Спасибо вам большое. Я хочу сказать... Ой, алло. Да. Вот это партизанских
13 партизанских отрядов работали. Вот это я знаю, да, против вот этого. И много подпольных организаций под руководством калмыцких коммунистов. Вот это не надо забывать, конечно. Это да, это все, вот о чем и речь, это в степи, представляете, в степи партизанские отряды, да, та же Тамара Хохлынова, наш калмычка, которая, она тоже была в партизанском отряде, там ни единого деревца в степи нету, тем не менее партизаны действовали, и нас выселили, нас обвинили в предательстве и выселили, несмотря ни на что. Вот о чем и речь. Да. Я хочу вам сказать, у вас прекрасный ансамбль песни танцы было. Они где-то в конце 60-х годов к нам приезжали. Это было... Да, они мне рассказывали, да. И позже приезжали еще, да. Мухуршибирский район ездили, я знаю, там, да. И потом у вас есть золотой Бурхунбахшин Алтансума. Да. Это наша гордость, наша гордость. Это самое большое, вот, скажем, доцент, да, в Европе, во всей Европе, по всей России. Вы извините, пожалуйста, давайте по теме вернемся. Спасибо большое, ладно? спасибо вам за вопросы, но сегодня тема, мы должны обсудить ее, и у нас осталось еще не так много времени. Большое вам спасибо за вопрос. Слышали. Всего вам доброго. Спасибо, Байрла. Спасибо, Ларин Аранович. Очень подробно вы ответили. Я думаю, сразу у многих, наверное, возникали такие вопросы. И, как видите, человек знает о калмыцких партизанах, достаточно хорошо знает калмыцкую историю, но, тем не менее, вот белые пятна есть. Итак, мы возвращаемся. 13 лет ссылки заканчиваются, да? А что гласил указ Президиума Верховного Совета вот от 9 января 1957 года о восстановлении республики? Они же как-то это объясняли. Никак понятно, не объясняли. Просто о восстановлении автономии калмыцкой. Никаких объяснений, то, что... до того, какой... Я спрашивала о том, что вы говорили, что были несколько калмыцко-бурятских семей, приехали... Да, я про Цаганаман рассказываю, поселок. Я знаю, что там было 4 семьи, связанные с бурятами, 3 совместные, то есть муж калмык, жена бурятка, одна чисто бурятская семья. Я говорю, как они там оказались? Они из этих раскулаченных были в Красноярском крае, потом калмыки туда прибыли, спецпереселенцы, они жили вместе, и вот когда объявили о том, что можно возвращаться в Калмыкию, вот эта бурятская семья решила, раз уж вместе с калмыками жили, поедем туда вместе с ними жить. Причем их как отличишь, если фамилии все одинаковые почти? Да, давайте назовем самые распространенные. Бадмаевы, Санжи, все это вот Циденов, абсолютно одинаковые фамилии. Поэтому, допустим, если Бадмаев Алдар Царенович, как его отличить от калмыка, если у нас тоже есть Бадмаев Алдар Царенович, допустим? Да. Я хочу сказать, что и внешне практически мы абсолютно одинаковые. Я помню, что когда театр бурятской драмы приехал на гастроли, по-моему, позапрошлом году, калмыцкие буряты, которые там живут, пришли прямо и там над ними шутили, говорили, а вы докажите, что буряты, то есть вы же ничем не отличаетесь. Да, они взяли флаг Бурятии, сидели в зале. Ага. Значит, наши братья-калмыки вернулись в 1957 году из ссылки. Я помню, что в одной из прошлых передач вы рассказывали, что даже с Сахалина не стали ждать денег, да, там, хотя получали хорошую зарплату, они быстрее... Да, я вспомнил это село, мы были там в этом селе, у них был какой-то праздник, это Приютинский район, Доцинг село, и вот они, действительно, я тогда на этом празднике узнал, что они первые вернулись вообще в Калмыкию, как это получилось, я говорю, они говорят, да вот мы все жили, их выселили в Сахалинскую область. И когда в 1956 году вот этот указ вышел о возвращении, да, но калмыков с других регионов не отпускали, поскольку там не выдавали денег на дорогу, пока там посевная не придет, еще что-то там какие-то, да, полевые работы там и так. Поэтому стали потихоньку возвращаться там 57-58 годы. Деньги стали только выдавать на дорогу. А на Сахалине, оказывается, хорошо зарабатывали. Они там нормально заработали, и они не стали ждать выплат этих специальных. Они сказали, да не надо ваших денег, мы поедем. Вот они первыми уехали и первыми приехали в Калмыкию. Самые первые, вот они вернулись в Доцинг, село такое. Угу. Получается, уже до этого вы упомянули, что когда восстанавливали заново Калмыцкую автономную социалистическую республику, часть районов от старой территории остались в соседних областях. Вот давайте географически напомним,
какую территорию занимала Калмыкия до депортации и вот после депортации? Ну вот в Ростовской области сейчас было 13 калмыцких станиц, Калмыцкий район Донской области, но она не относилась к республике Калмыкия, там автономно жили калмыки просто. А в Волгоградской области сейчас в районе Абганерова наши земли остались. В районе, вот сейчас мы недавно там памятник поставили, не памятник, а ступу князю Тундутову поставили в Волгоградской области. Вот это были как раз родовые земли нашего князя Тундутова. Который Данзан Тундутов, да, вот, знаменитый? Да, знаменитый Джамбат Иши Тундутов. Это все их вот род, их там земли. Они сейчас, это были калмыцкие улусы. Сейчас это в Волгоградской области тоже находится. В Астраханской области, как я уже сказал, это чуть ли не половина нынешней Астраханской области, это бывшая территория Калмыцкой ССР. Часть территории есть в Ставропольском крае, там даже очень много калмыцких названий осталось, да. Самые основные потери мы считаем вот это именно Астраханской области. Почему? Потому что я уже говорил, что у нас было 6 выходов к Волге, а сейчас у нас остался только один 5-километровый участок. И за Волгой еще небольшой участок такой с лесом. А так уже ничего не осталось. Вот это все Шамбай, села, там, Енатаевка, вот это все там в основном жили раньше калмыки. Сейчас там уже другое население. Очень много переселенцев в Кавказ, там сейчас живет, там туда. Не захотели калмыков, пусть у вас там теперь переселенцы другие живут. Ага, а вот знаменитый хашиутовский хурул, который вы рассказывали, построенный в честь победы в 1812 году, он сейчас находится на территории... Астраханской области, село Речное, да. Угу. 400 километров листы. То есть на что ездить? Надо ехать через Астрахань, через Волгоградскую область. Астраханскую область, там через... в районе Астрахани города самого переезжать Волгу. И по другому берегу Волги. Он на другом берегу, на левом берегу Волги находится. Хожу наш хурул. Угу. Давайте еще раз, как урок прошлого повторим. Я все-таки прошлый учитель. При создании первой автономии в Советском Союзе калмыцкой, да, Калмыцкая автономная область, туда не вошли земли донских калмыков, да, говорим. До депортации, получается, Калмыцкая республика была намного больше, чем вот сейчас, да? Да, я так... Примерно сколько? Треть земель потеряно? Около того, наверное, да. Там 4-я часть точно. Угу. Действительно, конечно. Здесь я бы хотела... Самые экономически нужные земли потеряны в районе Волги. Где вода, где рыба, где... там, где вода, там жизнь, да? Там промышленность, там прочее. Особенно для тех, кто животноводов, да? Такова была логика уже нового правительства, уже не сталинского, уже хрущевского, тем не менее, да, видите, они очень сильно сократили территорию Республики Калмыкия. И давайте сейчас мы напомним опять цифры, да, что общее число выселенных калмыков составляло около 120 тысяч человек. Естественно, рождаемость в ссылке очень, какая вообще рождаемость, да, о чем там можно говорить, о высокой. И вот у меня есть такие цифры, что к 1959 году погибло 67 600 примерно калмыка, то есть почти больше половины калмыков потерялись. Нет, рождаемость была нормальная, почему? Потому что и в ссылке тоже старались рожать, да, вот я же говорю, это был ответом. Конечно, это были не те условия, там детская смертность и прочие болезни. Но я же говорю, что когда вернулись ссылки, люди рождались в 60-е годы, и уже в 70-е годы это были там 13 ребенок в семье, 8-й, там 5-й. Это был таким ответом. И население, в принципе, у нас, несмотря на то, что и в 60-е, 70-е годы у нас была детская смертность, население росло. И довольно-таки быстро. И потом опять яма 90-х. Сейчас вроде как немножко выравнивается опять, но все равно надо к этому вопросу подходить еще более серьезно, да, не как сейчас. Да, и вот прежде чем мы перейдем к следующей песне, я бы хотела напомнить такую статистику советских времен, что в послевоенные годы в Советском Союзе во всех республиках начала повышаться рождаемость, но вот на калмыцком народе это сказалось меньше, но это само собой понятно, да? По данным всесоюзной переписи 1959 года калмыков насчитывалось только в Советском Союзе 106 тысяч.
И получается, 3 народа, евреи, белорусы и калмыки, не достигли до военного уровня. Ну вот дальше идет, что в 79-м калмыков было уже 147 тысяч, в 89-м 173 тысячи. А вот сейчас на данный момент примерно сколько составляет? 190 где-то. Примерно 190 тысяч калмыков. И вот они, как видите, сохранили свой дух, по мере сил сохраняют свой язык и свою культуру. Итак, давайте послушаем еще одну песню нашего братского калмыцкого народа. Sanan seklerin ençirilen Sağın tangçasın salıkların Sanan seklerin ençirilen Arda söylesin salıkın Amulun bedlin salıvılına Gazır rusan sanıklarım Gaşutsın zürgün şarkılına Gazır rusan sanıklarım Gaşutsın zürgün şarkılına Dörde üzgün salkın Dahat biyin genüne Durta tegen sanıklarım Doturkum ulat benem Durta tegen sanıklarım Doturkum ulat benem Sağımdançasın salıklarım Sanan setlerin ençiriler Sağımdançasın salıklarım Sanandan gemde olur
нас сразу звонок поступил, прямой эфир, Ларин Аранович. Алло, Сэмбэна. Алло, Сэмбэна. Здравствуйте. Я, к сожалению, сначала не слушал, и поэтому хотел, может быть, это говорилось уже. Хотел бы узнать, когда в детстве, 60-70-е годы, я слушал калмыков, мне дед говорил, что все это случилось из-за того, что некоторые еще в то время грамотно не отличалось. И когда увидели на гербе немцев хафтамга, свастика, да, по-нашему говоря, многие приняли, как будто бы это своей. Так ли это или это не имеет отношения? Говорить о том, что малограмотные были, это нельзя, потому что мы уже говорили, что у айратов, калмыков с приходом буддизма стало обязательное образование для мальчиков, да, и поэтому не всегда было. Даже у русских крестьян его не было. Вообще, говорю, были все грамотные, в принципе. Говорить о том, что только вот увидели свастику сразу свои, да, но сейчас у монголов тоже свастика есть, и везде свастика, нельзя об этом говорить, что прям вот свои, да, тут очень многие причины политические, экономические, там слишком такой какой-то слишком простецкий подход к этому вопросу, да, сейчас я так живу, сейчас придет кто-то со свастикой, я пойду за него воевать против этой страны, что ли? Да нет, конечно. Тут нужны очень более глубокие причины. А причины были такие, что часть населения, очень много, мы в прошлых передачах много говорили об этом, что большие, очень серьезные репрессии были в отношении калмыков, начиная с гражданской войны, потому что калмыки пошли против советской власти в основной своей массе, и именно по причине того, что жили очень хорошо, и не хотели отдавать свое большевикам, да, они остались верны присяге, данной царю и отечеству, и пошли воевать против красных. Естественно, что после победы красных многие подверглись серьезным репрессиям, да. Когда пришли немцы, там прошло всего 20 лет. Ведь не забывайте, что голод еще был, голод начала 20-х годов тоже серьезно повлиял на калмыков, да. И вот немцы пришли, и поначалу даже все пишут о том, что поначалу калмыки их встретили настороженно. Но потом, когда немцы стали, я еще раз говорю, для калмыков буддизм очень силен в этом, в обществе калмыцком буддийские настроения очень сильны, всегда эта вера была для нас важным таким составляющей нашей жизни. И немцы, в отличие от большевиков, которые репрессировали и разрушили все 180 храмов наших, да, до основания, и репрессировали всех наших священнослужителей, немцы первым делом разрешили калмыкам молиться и отправлять свои религиозные нужды. Это тоже повлияло. И особенно у тех, кто родные были репрессированы и прочее, да, они приняли сторону немцев, потому что они посчитали возможным отомстить как-то этой власти советской, допустим. Это, естественно, это вне зависимости от национальности было на тех территориях, естественно. Вот о чем мы речь. Почему? Да. Потому что я всегда говорю, почему на этом... это чисто советский вопрос. За что калмыков выселили? Потому что не может быть альтернативы советскому мнению. Значит, советы все делали правильно, как это вы против советов пошли? Это чисто советский вопрос. Просто сейчас в новом времени приходится по-новому людям объяснять, что не все были советскими. Не все были согласны с той системой, которая была. Не всем было по нраву, когда твоего отца 4 утра приходили, забирали, да, вот как нашего наркома просвещения Косеева, да, и потом он в Сталинградской тюрьме в 1942 году расстреляли, да. Человек ничего не сделал и прочее. Как его сын его сын молодец, он не пошел к немцам, да, наоборот, он пошел в партизаны, попал в плен, и немцы, когда ему говорили, вчера об этом говорил, немцы, когда ему сказали, твой же отец репрессирован, что-то, он все равно несгибаем остался, его расстреляли немцы, да, и такие. А были такие, которые с удовольствием пошли к немцам, потому что его отца репрессировали, и он хотел отомстить. Поэтому, у каждого свои, допустим, были такие, у которых целыми семьями... Конечно, я еще раз повторю, 800-тысячная русская освободительная армия генерала Власова. Очень жестокая русская народно-освободительная армия генерала Каменского, которая уничтожала партизан в смоленских и белорусских лесах. Это очень жестокая армия была. А почему-то калмыки одни.
такие, ну, не одни, а там... Всё, я Ну, понял. крымских татар Спасибо. тоже выслали. Мгм. Ну, Спасибо ну. вам за вопрос. Спасибо. Спасибо вам. Ларин Аранович, мы уже 2 песни прослушали сегодня, особенные песни, сегодня особенная тема. Давайте вот вернемся к первой песне. Вторая песня наша на русском языке прозвучала. Вот кто автор этой песни? Александр Росов, настоящая фамилия, ну, чужой у него псевдоним. Это бар такой известный довольно-таки. По-моему, он был в группе Лесоповал знаменитый. Вот он написал песню, будучи вот в Артезиане. Наше село на границе с Дагестаном. Там живет, вот, кстати, мой род Эрктин. Это бывший ханский улус такой Юкихана. Ну, вообще не только Юкихана, вообще хана Эрктин в переводе, имеющий право. Очень такие суровые ребята там на границе с Дагестаном живут. Такой. И вот он под впечатлением от этих людей, от условий проживания там написал вот эту песню. Да? В принципе, она вроде артезиане, но она посвящена как бы всем калмыкам. А вторая песня тоже интересная история. Да? Там 2 версии есть, хотя не хочу никого обидеть. А официально эти слова принадлежат там, Вере Шуграевой, нашей поэтессе, композитор Аркадий Манжиев, наш калмыцкий знаменитый исполнитель и композитор. По другой версии слова принадлежат Мушаеву Горе, который вот в 15-летнем возрасте ушел с немцами, и потом он жил в Америке, и вот эти слова он из тоски по родине написал. То есть, когда потерял свою родину, и душой, и мыслями осиротел, да, в этой песне поется, да, вот как полуночный ветер подует, так вот он сразу начинает, теряет санамыр бядлим гидюрна, то есть теряется такое спокойное состояние, и постоянно он думает вот о родине, да, такая тоска. Я думаю, что вот это калмыки очень бережно относятся к своей родине, очень любят ее и поют с любовью о своей родине, потому что мы теряли свою родину, и мы знаем, что такое быть без родины, да, и необходимо всем любить свою родину. Никогда ее нельзя ругать, свои земли нельзя ругать, свои нутуги, свое место, где ты родился, да, можно критиковать там власть или прочее там за что-то, да, но свою землю, вот она такая плохая никогда. У нас земля не предназначена для проживания для многих, я так скажу, да, только мы можем там выдержать очень суровый климат, жара, безводные степи и прочее. Тем не менее, мы очень любим свою землю. Я часто вспоминаю, что такое запах полыни, да, я когда из армии, я до сих пор за запах полыни помню степной. Когда я из армии вернулся, вот этот запах полыни я помню. Хотя служил вроде недалеко в Ростовской области, все равно это совсем другие степи. Это совсем другое ощущение. И для многих калмыков наш вот этот запах полыни, это дороже всего на свете может быть. Поэтому у нас особое отношение к родине именно потому, что вот мы ее теряли, именно потому, что им как раз вот речь об этом сегодня, о депортации, когда мы на 13 лет потеряли родину. Мы как раз говорили о том перед этим, что в 1957 году была восстановлена Калмыцкая автономная советская социалистическая республика, потерявшая часть территории. И сейчас, в конце уже нашей передачи, я не могу не задать вам вопрос как историку, как представителю братского народа. После восстановления Калмыцкой республики в 1958 году, через год, из названия Бурят-Монгольская республика исчезает слово «монгольская». Там есть разные версии, почему так назвали, в том числе приплетают такую версию, что тогда Монголия входила в состав ООН, и вот надо было Советскому Союзу убрать из своей Бурят-Монгольской, убрать слово «монгольская». Вот вы, как представитель братского народа, как историк, какая у вас версия? Почему так? Еще раз говорю, в советское время те власти, они не были заинтересованы вообще в каком-либо идейном и прочем объединении, да, вот, кого бы то ни было, в том числе и монгольских народов. Допустим, вот представьте, да, когда режим говорит о том, что религии нет, вот есть компартия, все.
Если буряты, калмыки там, с Монголией, там, тувинцами начали бы объединяться, там, напоминание о том, что мы монголы там какие-то, у нас, естественно, возник вопрос, а у нас же есть вера своя вообще, там, буддизм. Вот это все бы пошло бы наружу. А это для правящей партии на тот момент было абсолютно не нужно. Нужно было так, вот вы все советские люди, вот советская общность людей, все. А остальные все чужие для вас. Мы идем сейчас к созданию вот общего такого котла, да, советского человека. Да, вот в этом котле это хотели нас переварить, в советского человека. Поэтому все вот эти, как для них пережитки прошлого, да, наши там, да, вот это все как бы не принималось. Да? Мы, буряты, калмыки, вы забудьте, что вы родственники. Вы вспомните, вы единственное, чем вы можете быть связаны, так это советской общностью. Вы советские люди, вот в этом плане да. Вот поэтому и убиралось слово Монголия и прочее. Это нормальная советская идеология. Да, понятно. Ну, слушая вот уже 8-я наша передача, да, очень много нашего общего у нас в истории, в том числе, когда вот мы говорили о репрессиях, мы все-таки в Бурятии привыкли, что при слове репрессии мы вспоминаем о раскулаченных семьях, ну вот как у вас, да, о ламах, которых одинаково у нас и у вас, да, расстреляли, сослали. Но вот вы сказали, что если в Бурятии здесь практически всю нашу элиту, научную интеллигенцию, там и даже правительство 30-е годы республики западно-монголизм расстреливали, ссылали, да, то там у вас было несколько другое. А вот вы бывали часто в Улан-Баторе, вы бывали там в музее памяти жертв репрессий? Нет, к сожалению, я очень много был в Улан-Баторе, там и жил в течение года и нескольких месяцев. В музее репрессий я там не был, честно. Ну, вот да, я бы сегодня хотела сказать, что вот туда, когда заходишь, там тоже очень болит сердце. Там просто такой списки фамилий, маленький деревянный домик, фотографии, и под каждой горит лампада такая, зула. И там вот видно, что каждый 5-й монгольский бурят был репрессирован, и бывший премьер-министр Монголии Бемба Сурен, он вспоминал, что тогда целые бурятские села в Монголии остались без взрослых мужчин, и одинокие женщины с маленькими детьми просили мужчин из халхасских сел, чтобы забивать скот, им помогали, вот когда приходило это время. И вот тогда мне казалось, что вот нет ничего печальнее вот этих вот рассказов, но вот, послушав вас, да, я вспоминала тоже своего дедушку вместе с матерью, репрессированным в Красноярский край, да, своих монгольских родственников, эмигрировавших. Конечно, трагедиями мериться невозможно, но вот по вашим рассказам, и бывая в Элисте, в Калмыкии, отчетливо видишь, что масштабы репрессий все-таки были в Бурятии не настолько чудовищные, как в Калмыкии. Да, это действительно так. Нам еще, молодым поколением, как бы не понять, наверное, то, что пережили наши старшие поколения, но мы единственное, что можем сказать, это большая благодарность старшим поколениям за то, что они сохранили народ, сохранили дух наш. Ведь если бы они превратились в скотов каких-то, рабов и трусливых, я думаю, что следующие поколения уже такими же рождались. Но у нас из поколения в поколение рождаются айраты настоящие, бойцы. Значит, наше поколение там достойно себя проявило. И, наверное, все-таки наш народ еще крепче стал в этом плане. Вот то, что закалился во всех. Вот действительно, все удивляются. Даже в Монголии говорили, как это? Вот действительно, кто знает хорошо нашу историю, говорят, ну как вот их вот, действительно, их просто уничтожали, их ломали, их, ну, что с ними делали, а они дух сохранили. Поэтому все вот эти разговоры о том, что вот мы потеряли воинственность, потому что мы там буддизм, это все отговорки трусливых и слабых людей. Посмотрите на айрат калмыков, вы поймете. У нас, еще раз повторюсь, айрат калмыки приняли буддизм раньше всех монгольских народов, и мы сохранили до сих пор. У нас ко второй половине 17 века уже шаманов не было. У нас был только буддизм. И айрат калмыцкими ханами все обряды, кроме буддийских, были запрещены. И мы, тем не менее, сохранили и дух свой, и воинственность, все нормально у нас, и все это благодаря тому, что у нас единая вера буддизм, и мы сплочены. Поэтому стоит уже прекратить вот эти все детские разговоры об этом. Ну, знаете, я вот так привожу пример. Идет человек, парень с девушкой, ему дали, извините, под зад. Он убежал, да, девушку бросил, а потом смс-кой пишет: извини, Дарима, это не я, это буддизм виноват. Это он меня таким... Как вы можете стать, как он, буддизм вас может сделать слабыми, если вы еще там не были?
Вот я так говорю людям. Ты был в буддизме, ты молился, ты хоть одну мантру читал? Нет, а как ты можешь говорить, что тебя сделал буддизм слабым? Я вообще не понимаю. Вот я вообще не понимаю этой логики. Ты, наоборот, приди в буддизм, начни практиковать, ты почувствуешь, как ты получаешь вот эту заряд энергии, уверенности и прочее. Как можно обсуждать то, где ты еще не был, где ты еще этого не познал, да? Кому-то, если кто-то хочет оскорбить калмыков, да, говоря о том, что буддизм нас сделал слабым, да, но это оскорбление для калмыков, для которых буддизм это религия. Все уже, даже не калмыки, признают, что айрат калмыки это защитники буддийской веры. И вы защитникам буддийской веры говорите, что буддизм сделал слабым, вы что, хотите сказать, что калмыки слабые, что ли? Калмыки уже доказали, что мы не слабые. Да. И мы серьезно это доказали, да, и я думаю, всем это доказано. И наоборот, ребята, идите в буддизм, идите в дацаны и начинайте молиться и возвращать свою воинственность. Потому что хватит уже разговаривать. Я не хотел это говорить, но я сейчас скажу. Сейчас идет Урсар, Буинтасар, да, то есть святой для нас месяц. Калмыки сейчас пост держат мясной. Я удержу пост, вы в курсе, да, жесткий пост. Мы все так держим, потому что мы буддисты. И у нас вы не увидите, тем более молодых людей, пьяных на улицах, валяющихся средь бела дня, тем более в Урсар, священный месяц. Разве это плохо? А здесь в Улан-Удэ я видел. И молодых бурят видел возле Абсолюта на Саянах. Валяется, еще светло, он лежит, причем прилично одетый. У нас такого вы не увидите, потому что мы буддисты. И знаете, что еще обижает? То, что буряты, те, кто буряты были буддистами и пострадали больше всех именно буддисты, да, то, что буддисты, самые грамотные из бурят, в том числе и калмыки, все были, это были буддисты, потому что именно наша письменность, наша старая, да, она преподавалась в дацанах. Тогда еще у многих многомиллионных народов, которые себя считают там европейскими, у них не было грамотности среди населения. А среди буддистов наших народов почти поголовная была грамотность среди мужского населения, по крайней мере. Да? Вы все это забываете? Как можно себя... Для калмыка это дико звучит. Признание своей слабости и трусости. Вот буддизм нас сделал слабыми. Там кто-нибудь в Дагестане смотрит, вы что, вы в натуре слабые, что ли, да? Ну, вы что сами себя позорите? Вообще буддийский мир позорите? Вообще позорите монгольский мир вот этими высказываниями? Давайте уже прекращать. Уже время другое наступить. Вот сейчас новая эра наступает. Кстати, по мнению многих астрологов, и не только буддийских, там, индуистских говорят, что новая эра наступает. И вот эта Кали-юга, про которую я говорил, вот этот черный этап ее, она из этапов состоит, да, вот это время демонов, вот этот самый черный этап в этом году уходит. Угу. Вот поэтому такие события, вот эти коронавирусы и прочее, вот это, они всегда будут на стыке эпох, да, такие события. И тот, кто выступает, вот это сейчас время дхармы наступает. Видите, как она растет, развивается, секьюсные наши сильнее становятся. Я скажу прямо, шаманские духи, они намного слабее секьюсно-буддийских. Поэтому через шаманских духов, как нос сквозь масло, проходят мировые религии легко. А через буддизм, вот посмотрите, в буддийских странах кто-нибудь из приезжих наглеет? Да нет. А потому что через наших секьюснов пройти не могут. И я еще раз говорю, что прекращайте вот эти разговоры. Вы этим оскорбляете нас, калмыков. Если нас считаете братьями, прекращайте вообще в сторону буддизма плохо даже косо смотреть. Потому что буддизм – это наша основная религия, единая религия, благодаря которой айраты объединились и в своей истории добились самых высочайших, самых высот серьезных, да, именно благодаря единой вере этому буддизму. Это была самая передовая религия. Поэтому давайте прекращать эти разговоры. Это в основном пьяные разговоры. Да. И в связи с этим в завершении передачи я не могу не задать вопрос. Вот вы говорите, что даже в депортации, да, без лам калмыки собирались, читали молитвы. А вот когда вернулись в воссозданную Калмыцкую республику, хурулы же тогда не было, тогда только и Волгинский дацан на всей территории Советского Союза был. У нас не было ни хурула, ничего, все было под запретом. Но, тем не менее, что первым делал у нас Басан Бадмич Городовиков, генерал, который стал в 1961 году первым секретарем Компартии. Втихаря привезли Гелюнга, которые, гражданки они все были еще, из Лагани, нынче Каспийский, и провели тайный обряд. Потом там же, в районе Улан-Хола, Артезиана, местные жители там собрались и пошли на ханское место, про которое я говорил, место силы, да, и провели обряд там. Это было начало 60-х годов. Первым делом это сделали, да, во благо своей республики. И шли туда, несли с собой шпалы, кто на лошадях ехал, да, еще у кого были.
кто пешком шел всю ночь, шли, да, на это место, да, люди. Но втихаря провели обряды. На том месте поставили такую в советское время будку от газа, да, где мог любой человек зайти и помолиться втихаря. Ну, как будто она там в степи стоит. Тогда же запрещали. Сейчас там уже, конечно, ступы, это место силы. Мы никогда не забывали свою веру. И благодаря им мы выжили, мы остались крепкими и сохранили свой дух. И чего и всем желаю. Спасибо большое. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы рассказали об одной из самых, наверное, трагичных страниц в истории нашего братского народа, о депортации, о 13 годах ссылки, да, и о том, как начали возвращаться наши братья туда, в свою республику. Поэтому в следующей передаче мы уже расскажем о том, как республика вставала практически из руин, все заново, и какую роль в этом сыграл знаменитый генерал Городовиков. А в завершении я бы хотела напомнить нашим слушателям, что когда вот я была в Калмыкии с нашим бурятским театром драмы, вот этот скульптор Эрнст Неизвестный, конечно, сделал очень интересную работу. Я даже не знала к своему стыду, что вот он автор вот этого памятника депортации калмыков, называется «Исход возвращения». И вот я трижды обошла вот этот памятник, да, и на каждом шагу мне открывался новый смысл этого памятника. И вот я считаю, что этот памятник исхода и возвращения — это один из символов калмыцкого народа, который всегда переживал исходы и возвращения, да, и никогда не терял свой дух. Спасибо вам большое, Ларри Наранович. До встречи завтра. У нас также в 4 часа, с 4 до 6 часов будет эфир. Я вот о песне хочу сказать, которую сейчас прозвучит. Это калмыцкая песня, которую поют монгольские исполнители. Она называется «Сак Сельгата», то есть времена меняются. И действительно, времена меняются. И для всех это будут хорошие. Для монгольских народов это будут очень хорошие времена. Спасибо. Haylletsin Türkiye mağbalına Tecerin çamtadı Hemin züttigine Harfe Harfe öttürünü Sedil irine Bekhadıgıt Ammay doğuduna Sayı sedigete Tinkiri tingirite Tinkiri tingirite